В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Госкорпорация «Росатом» и правительство Якутии подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности. Соглашение определяет порядок реализации мероприятий по проектам сооружения малых электростанций в регионе, включая разработку технико-экономического обоснования и проведение проектно-изыскательских работ. Новую ЛЭП «Сунтар-Нюрба» построят до 2024 года в Якутии. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Якутией, АО «Двэук» и Корпорацией развития Республики Саха-Якутия. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта электроснабжения Вилюйской группы районов в Якутии стороны заключили 12 сентября на площадке 4-го Восточного экономического форума. Стоимость проекта оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Отметим, что в настоящее время на участке Сунтар-Нюрба эксплуатируется аварийная линия электропередачи на деревянных опорах, которая полностью исчерпала свою пропускную способность. Якутия рассматривает японские компании как стратегических партнеров в таких областях, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и научное сотрудничество. Про развитие экономического сотрудничества между Японией и Якутией рассказал руководитель региона Айсен Николаев в ходе бизнес-диалога «Россия-Япония» на площадке ВЭФ-2018. У нас суровый климат и высокий уровень энергозатрат, поэтому для нас очень важно внедрение умных технологий по организации жизнедеятельности городских агломераций, энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Мы особо заинтересованы в участии Якутска в российско-японском проекте «Умный город». Администрация города Якутска готова адаптировать проект, который уже разработан, отметил Николаев. Меморандум о строительстве мостового перехода через реку Лену подписан. В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке состоялось подписание трехстороннего соглашения между правительством Якутии, группой ВИС и государственной строительной компанией Китая. Документ предполагает сотрудничество сторон в реализации проектов по созданию автодорожной инфраструктуры в Якутии. Группа ВИС уже работает в Якутии и реализует крупный проект по созданию социальной инфраструктуры на принципах государственного частного партнерства. Привлечение одной из крупнейших китайских компаний позволит региону реализовать масштабные инвестиционные проекты. Проект строительства Ленского моста – это один из самых важных инфраструктурных проектов и для Якутии, и для всего северо-востока нашей страны. Безусловно, его строительство в ближайшие годы абсолютно необходимо. И Якутия сейчас начинает уже активно возобновлять работу в данном направлении. По результатам моей встречи с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным были даны конкретные поручения в адрес правительства Российской Федерации по рассмотрению различных предложений. И в рамках этой работы мы сейчас ищем партнеров для подготовки проекта концессионной инициативы по строительству автомобильного моста в районе города Якутска через реку Лена. В том числе первыми выступили с предложением данную концессионную инициативу разработать и ее потом реализовать. Крупнейший такой консорциум в лице корпорации ВИС, крупнейшего игрока на рынке государственно-частного партнерства в нашей стране, и CRCC, тоже крупнейший мостостроительной, железнодорожно-строительной компании Китая. И мы с ними подписали и будем в дальнейшем отрабатывать уже различные варианты концессионной инициативы с ними. Рост валового регионального продукта Якутии от запуска моста через реку Лену в столице республики оценивается на уровне 3% ежегодно. Как отметил на круглом столе руководитель регионов России и Китая Айсен Николаев, Ленский мост станет ключевым инфраструктурным узлом северного широтного транспортного пояса, стержнем которого будет являться сквозной транспортный коридор из Китая к Северному морскому пути. А его строительство позволит вовлечь в хозяйственный оборот колоссальные пространства с ресурсами общемирового значения. Проект также имеет колоссальное значение для социально-экономического развития Якутии, так как в зону круглогодичного транспортного сообщения будут интегрированы центральные, восточные и западные районы республики с охватом 87% населения региона.
Запуск моста может оказать совокупный положительный эффект на рост ВРП республики в размере 2,5–3% ежегодно. А создание широтного пояса будет являться базовым условием для резкого нарастания промышленного потенциала на Дальнем Востоке и территориальной целостности страны, единства ее экономического пространства, выразил уверенность Альсен Николаев. Проект создания ювелирно-гранильного кластера на территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы получил поддержку Минвостокразвития Российской Федерации. В частности, ведомство окажет поддержку в реализации 6 проектов на сумму 34 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций в проект 700 миллионов рублей. Будет создано более 900 рабочих мест. Проект принадлежит дочерней компании Алмаз-Эргиент-банка, компании CBM. Предполагается, что с первого квартала 2019 года предприятия смогут работать на созданных мощностях. Очень важно, что мы попали в зону внимания Минвостокразвития России, поскольку это придает проекту особый статус. Мы уверены, что кластер станет ядром ТОР и перезапустит всю территорию опережающего развития как креативного города Кангаласы 2.0, прокомментировала генеральный директор CBM Анна Иванова. Компания Ростелеком и Якутия заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проектов в сфере цифровой экономики. Для компании Якутия это регион, требующий решения сложных технических и технологических задач в сфере связи и инфокоммуникационных технологий. Сотрудничество с республикой позволит разрабатывать уникальные методы в сфере создания инфокоммуникационных инфраструктур, которые могут быть применены и в других регионах страны. Мы сегодня не только развиваем инфраструктуру, но и осваиваем совершенно новую область. Создаем в районных центрах технопарки для того, чтобы молодежь могла создавать новые продукты в сфере IT-технологий и программирования. Это позволит дифференцировать экономику Якутии, создавать новые рабочие места, а для нашей компании это возможность освоить новый вид деятельности, повысить эффективность производства, отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Власти Якутии заключили соглашение с компанией «Веб-инновации» о совместном инвестировании и высокотехнологичные проекты, в рамках которого каждый из партнеров сможет привлечь фонд от 150 миллионов до 1 миллиарда рублей за счет собственных средств, а также за счет сторонних инвесторов. Таким образом, будет создан фонд, одна половина которого будет принадлежать «Веб-инновации», а другая – венчурной компании «Якутия». Предполагается, что средства фонда пойдут и на стартапы в области производственных технологий, добычи полезных ископаемых и транспорта. Мы ставим перед собой задачу создать систему комплексного развития стартапов, начиная с поддержки перспективных команд в регионах и вывода их на федеральный уровень до последующей экспансии на международных рынках. Якутия стала одним из первых регионов, где мы планируем обкатать нашу региональную стратегию поддержки технологичных компаний, заявил генеральный директор «Веб-инноваций» Олег Теплов. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.